Парень избивает собаку. Новость быстро разлетелась по интернету. Случай произошел в Сипайлово. Молодого человека, бьющего животное, жители видели в разных частях микрорайона. Тревогу сразу забили зоозащитники. Эмиль Басареев знает, чем закончилась история. Каждый шаг заканчивается пинком. Собака скулит и со страхом ожидает нового удара. Но молодого человека это не волнует. Он изо всех сил дергает поводок, будто вымещая злость на беззащитном животном. В какой-то момент вовсе придавливает ее к земле. Эти кадры сняла очевидец инцидента. Девушка говорит, рядом было много людей, но никто так и не вступился за собаку. Я сидела на рабочем месте, с закрытыми окнами, услышала, как скулит собака, подошла к окну. Увидела, что молодой человек жестоко обращается с своей собакой. Поскольку из здания выйти я не могла, я решила начать снимать видео. Ужас. Мне было очень стыдно, на самом деле, что я не могу никак помочь ей, выйти не могу ничего сделать. Я отправила видео своим знакомым, друзьям, подключились блогеры, люди начали делать репосты. Видео быстро разошлось в интернете и вызвало общественный резонанс. Через несколько часов благодаря активистам удалось установить личность живодера. Оказалось, что 29-летний уфимец занимается платной передержкой животных. Хозяйка несчастного пса сейчас в отпуске. В этом старом покосившемся доме мужчина и содержал животных. Доверие клиентам мужчина внушал рассказами о том, что он работает в кинологической службе УФСИНа. Собака, которую парень взял на передержку, жила в этой будке. Сейчас ее уже забрали хозяева. В то же время из запертого дома доносится лай. Как пояснили соседи, это личная собака мужчины Стаффорд по кличке Тайсон. Дома парня мы не застали. Оказалось, в этот момент он замаливал грехи. Мужчина купил еду и отправился кормить животных в приют. Это видео он предоставил нашему телеканалу. Взял корм, сейчас поеду в приют кормить собак. Мне реально очень-очень-очень стыдно за свой поступок. Я не знаю, поможет ли это, но я хочу просто искупить свою вину. Я реально не хотел, чтобы все так получилось. Вячеслав рассказал, избитую им собаку он знал еще щенком. Какое-то время кутенок жил с ним, а уже потом он пристроил четвероногого. На извинения мужчина сегодня был щедр. В интернете он также просил прощения, пробуя объяснить свой поступок. Я посадил ее в вольер, она убежала. Я опаздывал на работу, я ловил ее 2,5 часа, ну просто вспылил. Я вам действительно говорю, мне очень-очень-очень стыдно за этот поступок, и прям сердце кровью обливается. Прошу у всех прощения, это был один случай такой. А дома прославившегося любителя животных уже поджидали гости, которые его так и не дождались. Зоозащитница Елена Жданова приехала сюда, чтобы забрать бедное животное. С хозяином дома она знакома около года, но даже не подозревала, что мужчина способен на такие жестокие поступки. Он сам позвонил, сказал, что я занимаюсь передержками, я также кинолог. Если что надо, звоните, обращайтесь по поводу передержек для собак с кинологическими, кстати, занятиями. Позвонила, все, и забыли на этом. Абсолютно адекватный, то есть в общении. Год назад мы общались, такого ничего не было. Не посчастливилось герою ролика познакомиться с представителями организации против дог-хантеров. Мужчины хотят довести эту историю до суда. Очень много волонтеров, которые мне написали с просьбой, пожалуйста, приехать, потому что очень много женщин, которые переживают. Хотели бы также с ним пообщаться, понять, с какой целью он вообще, то есть, что его преследовало. Может, он психически неуравновешенный, то есть, может, его нужно отвезти в больницу, не знаю. Либо в полицию, чтобы он там, соответственно, написать заявление вместе с ним. И, чтобы человека к ответственности привлечь. В ходе мониторинга сети интернет была выявлена запись, автор которой утверждал, что в микрорайоне Сипайлово он заметил факт жестокого обращения с животным. Сейчас эта информация проверяется, и если факт подтвердится, то будет принято процессуальное решение. Платной передержкой собак мужчина занимается около года, но бизнес, видимо, придется свернуть. Слава, которую молодой человек сегодня обрел, новых клиентов ему точно не добавит. Эмиль Басареев, Анастасия Ильчебаева, Артур Елаев, Виктор Гамаюров. Новости. Уфа.